Глава Северной Осетии провел лекцию в СК ГМИ. Он рассказал студентам о политической культуре и поделился личным опытом. Послушать лекцию Таймураза Мамсурова пришли более 200 человек. В основном это студенты юридического и экономического факультетов. Особый резонанс среди молодежи вызвало заявление о том, что Таймураз Мамсуров поддерживает смертную казнь. Студенты один за другим заговорили о моральных принципах, но глава Северной Осетии объяснил, что каждый случай индивидуален и требует глубокого расследования. В конце лекции Таймураз Мамсуров поблагодарил всех за внимание и пожелал студентам придерживаться простой формулы жизни, знать себе цену и не придавать себе особого значения. Я вам хочу сказать, у вас большая жизнь впереди. Поймите эту формулу правильно. Тот, кто ее будет правильно понимать, тому гораздо легче будет добиваться своих целей и понимать себя, и любоваться собой в хорошем смысле этого слова. Более 200 аварий произошло в Северной Осетии с начала этого года, в них погибли 57 человек. Такие данные озвучили сегодня на заседании Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. По словам специалистов, количество ДТП по сравнению с прошлым годом незначительно сократилось, однако выросло число погибших. Большинство происшествий – результат умышленного нарушения правил. Автомобилисты превышают скорость, выезжают на встречную полосу, а также садятся за руль пьяными или без прав. Сотрудники ГИБДД проводят активную профилактическую работу. Это рейды, акции, уроки в школах и детских садах. Однако, как подчеркнул председатель комиссии Виталий Зангенов, большинство таких мероприятий результатов не дает. Одни, получая возможность управлять транспортом, не владея ни навыками, не зная правил дорожного движения, создают угрозу жизни другим людям. А мы со стороны наблюдаем за этим и никак к этому не препятствуем и не запрещаем. И не создаем условия, когда получить права можно только тогда, когда в чеке видно, что он знает и правила дорожного движения, и навыки вождения у него есть. Да еще плюс к тому, еще он прошел психологическую подготовку в той школе, где он проходил это обучение. У нас этого всего нет. Студенты 5 факультетов Горно-металлургического института сегодня отправились на работы в Норильск. Их приветствовал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, выразивший надежду на то, что ребята добьются еще больших успехов, чем их предшественники. В составе профильного студенческого отряда 155 будущих архитекторов, механиков, металлургов и геологов. Бойцы стройотряда ознакомятся с современными технологиями на флагмане цветной металлургии России. Всего в рамках движения стройотрядов из СК ГМИ на строительные площадки по всей стране отправится более 400 студентов. Представители Осетии будут работать в Сочи, Екатеринбурге, Воркуте, Хабаровске и других городах страны. Я чуть-чуть завидую, потому что вы своим внешним видом, решительным взглядом и боевым настроем заставляете меня вернуться в те славные времена, когда мы тоже выезжали в строительные отряды. Во Владикавказе открыли общественную баню. Около 6 лет назад администрация города продала здание предпринимателю. Обращение граждан в мэрию с призывом сохранить специфику выкупленного заведения сподвигли бизнесмена Тменова не только отремонтировать баню, но и создать самые лучшие условия для комфортного отдыха. Теперь, когда баню обновили, расширился и спектр услуг. Здесь можно не только попариться, но и посетить массажный кабинет, побывать у парикмахера, сделать пилинг рыбками. Стоимость посещения парной бассейна обойдется не дороже 200 рублей. Для туристов здесь предусмотрены гостиничные номера. В свое время предприниматель Тменов Владимир Хусейнович приобрел из муниципальной собственности данное здание. Оно было очень в ветхом состоянии. Как он говорил, у него была дилемма, что здесь сделать, хотя вариантов было очень много, учитывая место расположения в непосредственной близости от рынка Алан. Любое предприятие, любое начинание здесь бы имело хороший коммерческий успех. Но тем не менее, понимая необходимость в данной инфраструктуре обращения жильцов, БАМ у нас многолюдный спальный район, необходимость в этой инфраструктуре, они приняли решение сохранить здесь общественную баню, провести серьезный такой ремонт. Художественный музей имени Туганова открыл свои двери для всех, желающих посмотреть всероссийскую выставку детского творчества «Преподобный Сергий Радонежский». Она посвящена 700-летию со дня рождения святого. Всего в выставке приняло участие более 200 человек. В художественных номинациях представили работы о жизни преподобного, о храмах, подвигах и чудесах. А в литературной части конкурса представили сочинения в жанре сказки, эссе, очерки и легенды. Я нарисовала картину «Мария Ясна» вместе с мужем Всеволод Большое гнездо и детьми. Я считаю, что этот конкурс проводится для того, чтобы дети знали историю
чтобы больше развивались, знали, что Мария Ясна не относится к Аланам. Для меня это история нашей Родины, поэтому я считаю, что люди нашего города должны знать о Марии Ясной.